Кавказ – древнейший очаг человеческой цивилизации. И таким он предстал перед Россией в середине 18 столетия, когда здесь развязалась кровавая драма, известная в истории под названием «Кавказская война». Она длилась 101 год. С 1763 года, когда в Моздоке, в Малой Кабарде, было возведено первое укрепление, разумеется, под самым благовидным предлогом защиты угнетенных горцев от местных князей и феодалов. К причинам и характеру военных действий и последствиям этой самой продолжительной в истории Кавказа и России войны люди относятся, исходя из различных идеологических и моральных установок. Но результатом этой войны является факт исчезновения целой страны, моей страны, Черкесии. Самой большой и в военном отношении самой сильной страны Кавказа. Страны, которая была населена храбрым народом, умевшим защитить свою свободу на протяжении многих веков. Страны, которая никогда не просила у своих соседей по Кавказскому континенту защитить ее от вражеских атак, даже если таковые предпринимались со стороны монголов или османов. И напротив, неизменно Черкесия первой приходила на помощь. Если Кавказ расценивался как барьер на пути территориального роста Российской империи всеми аналитиками XIX века, то он являлся таковым в первую очередь ввиду существования Черкесии, занимавшей пространство от Тамани до Каспия в XVII веке и от Тамани до Чечни в XVIII. И вот в результате совершенно бескомпромиссного сопротивления натиску империи Черкесия прекратила свое существование. Память об этой стране живет в наших сердцах. Черкесия – страна адыгов, воспетая поэтами Запада и Востока. Лицо и средоточие кавказской цивилизации. Эта страна известна всему образованному человечеству как родина красоты, и она же стала самым надежным щитом Кавказа на протяжении многих веков. Каковы истоки адыгского этноса и культуры? Адыги являются автохтонным этносом Кавказа. Лингвистически и генетически мы относимся к очень древней и ныне почти исчезнувшей группе народов, представленной на Кавказе абхазами, абазинами, нахско-дагестанскими этносами северо-восточного Кавказа, а за пределами Кавказа – басками. В глубокой древности, в IV-III тысячелетии до нашей эры, народы кавказско-баскской семьи языков занимали едва ли не большую часть Северного Средиземноморья, Анатолию, Балканы и весь Кавказ. Давно и основательно прояснен вопрос о родстве адыго-абхазских языков с хатским языком Древней Анатолии III-II тысячелетия до нашей эры. Хатский – это своего рода санскрит для адыгского, абхазского и недавно исчезнувшего убыхского языков. Самым неразрывным образом процесс этногенеза адыгов связан с так называемой майкопской культурой IV-III тысячелетия до нашей эры. Протоадыгские племена находились на относительно высоком уровне развития. Они возводили искусственные террасы для полеводства и одними из первых в Европе освоили секреты металлургии. Медные изделия западно-кавказского происхождения обнаружены в дольменных захоронениях Сицилии, Сардинии и Корсики. Протоадыгские племена заняли все то обширное пространство Азово-Каспийского Междуморья, которое в позднем Средневековье освоила Черкесия. Обычно считают, что майкопская культура древнее дольменной, за ней следует вот эта культура испиунов. Но в результате исследований, особенно у Сахрайского мегалитического некрополя, выяснилось, что дольмены никак не уступают майкопской культуре, а даже вписывается она сама в историю испиунов. Что такое испиун? В общем-то, популярно и параллельно известно многим, что это на адыгейском языке дом карлика. А дольмен – это слово западноевропейское, бретонское, и на этом языке означает каменный стол. Это не только плиточный дольмен,
но и портальный. Портальные дольмены Морковин и Московский свет считают наиболее древними на Западном Кавказе. Строили эти дольмены 4-5 тысяч лет тому назад предки автохтонного населения Западного Кавказа, которые и до сих пор живут на этих местах, абхазы и адыги. Следующий большой исторический период, на котором представляется важным остановить внимание, это период существования Меотии, который совпадает с античностью и временем существования двух великих ираноязычных кочевнических конгломератов – Скифии и Сарматии. Это период с VI века до нашей эры по V век нашей эры. Меоты имели репутацию воинственного народа, не уступающего в этом отношении кочевникам-иранцам. Горный массив вдоль моря занимали близкородственные меотам племена зихов, ахеев, киркетов, гениохов, абазгов и апсилов. И если меоты были первоклассными всадниками, то их собратья-горцы являлись самыми грозными пиратами Понта. Ни цари Боспора, ни римляне, ни Митридат не совладали с пиратскими эскадрами западнокавказских горцев, мореходная традиция которых сохранялась вплоть до XIX века. Северо-западный Кавказ в скифо-сарматское время представлял собой огромную оружейную мастерскую. Из меотского оружейного наследия можно составить целый арсенал. Тяжеловооруженный всадник представлял основу меотской военной доктрины. Ставка делалась на копейную атаку с последующим сражением длинными мечами. В основе тактики кочевников был обстрел из луков на расстоянии. Это различие просуществовало вплоть до нового времени. Меотский всадник является историческим прототипом черкесского рыцаря средних веков. Древняя Черкесия была регионом развитого земледелия, где веками шла народная селекция хлебных и плодовых культур. Исторически леса Черкесии были насыщены дикоплодовыми, и их количество было настолько значительно, что путешественники, которые посещали данную местность, всегда отмечали эту особенность. Надо сказать, что общая площадь садов составляла около 150 тысяч гектар. По существу вся местность представляла собой поляны, чередующиеся с садами и нивами. Наши известные отечественные садоводы, такие как Пашкевич, неоднократно отмечали, что искусство разведения садов древние греки и римляне почерпнули именно с северо-западного Кавказа. По существу та роль, которую сыграли черкесы в развитии мирового садоводства, ее можно сравнить по своей значимости, а именно те сады, которые существовали с известными пирамидами в Древнем Египте. В средние века история страны адыгов, Зихи и Черкесии складывалась в почти беспрерывной борьбе с кочевниками. Берега Кубани, адыгского Псыжа не раз обогрелись кровью наших предков. Волнами накатывались на Кавказский барьер на протяжении тысячелетия орды грозных воинов. Гуны, авары, булгары, хазары, мадьяры, печенеги, половцы – вот далеко не полный перечень народов, с которыми пришлось столкнуться адыгам. Основателям последней великой кочевой империи, монголам, также сопутствовал дым пожарищ и массовый увод в рабство жителей покоренных стран. Равнинные адыги разделили участь большинства жертв этой необузданной агрессии. Но горцы-зихи устояли, и европейские послы в Орду во второй половине XIII века отмечали, что зихи не повинуются монголам. Вызов степи получил достойный ответ со стороны адыгов. Их воинская доблесть отразилась в новом имени, которое дали адыгам-зихам татаро-монголы. Это имя черкесы, а страна Черкесия. Слово «черкес» означает «пресекающий путь» или «отрезающий путь». Видимо, очень непросто было захватчикам даже с большими силами пройти земли адыгов.
Иосафат Барбара, венецианский дипломат и путешественник середины 15 века, пишет, что татары ездят из Крыма в Астрахань, огибая степи Черкесии. Постепенно это наименование утвердилось в литературе всех народов Европы и мусульманского Востока. Ко времени нападения на Золотую Орду великого храмца Тамерлана северные пределы Черкесии дошли до устья Дона. Галанифонтибус называет пространство между Кубанью и Доном Верхней Черкесией. В эту же эпоху адыги основывают Кабарду, заселяют все равнинное пространство Северного Кавказа вплоть до Каспия. Адыги-кабарды, объединенные под властью князей из Дома и Нала, становятся самой грозной военной силой Кавказа. Их аристократизм, утонченный этикет, манера одеваться, всадническая мода становятся образцом для подражания не только со стороны вассалов-горцев, но даже и таких многочисленных и не похожих друг на друга народов, как татары и грузины. Дмитрий Кантемир, признанный знаток Кавказа и Востока, писал: «Они всегда изобретают что-нибудь новое в своих манерах или оружии, в которых татары подражают им так пылко, что черкесы могут быть названы французами в отношении татар». Черкесия являлась страной рыцарей, дамы которых заслужили высочайшую репутацию в мире как в плане красоты, так и воспитанности. Такие отзывы о них содержатся буквально у всех европейских путешественников. У итальянца Эмидио де Асколи, 1634 год, можно отдать предпочтение перед всеми другими женщинами в мире. Француз Абри де Ламотре побывал в Черкесии в 1711 году. Подобны прекрасным статуям Венеры, совершенства красоты. У австрийца Клемана, 1770, наипрекраснейшие женщины в мире. У англичанина Спенсера, 1830, идеал красоты. Некоторые из прекраснейших статуй древности не являют в своих пропорциях большего совершенства. Одной из самых ярких и драматичных глав адыгской истории стала многовековая мамлюкская эпопея в стране пирамид. Уроженец приморских областей Зихии Баркук ал-Черкаси занимает мамлюкский трон в 1382 году. Даулят ал-Джаракиса, то есть государство черкесов, просуществовало в Египте до 1517 года. Период черкесского правления стал эпохой наивысшего культурного и экономического подъема Египта. Каир при черкесских султанах превратился в крупнейший средневековый мегаполис. Макс Роденбек, авторитетный исследователь истории Каира, отмечает, что столица черкесских мамлюков
являлась своего рода Нью-Йорком средних веков как по размерам и численности жителей, так и по богатству, уровню комфорта и развития экономики. Черкесские обычаи, в том числе юридические, оказали огромное воздействие на культуру египтян. Еще более зримым это влияние было в военной сфере. Крах Черкесской империи на Востоке был вызван не столько мощью османов, захвативших Каир в 1517 году, сколько рыцарской самонадеянностью черкесских мамлюков, презиравших огнестрельное оружие, и самих противников, которые его столь успешно использовали. На протяжении средних веков, вплоть до 17 столетия, страна адыгов считалась страной христианской. Наибольшего расцвета Зихская церковь достигла в VIII-X веках. Епископии Крыма были подчинены архиепископу Зихии с резиденцией в Никопсисе и Матархе. В XIV-XV веках широко распространилось католичество, но с крушением Константинополя в 1453 году и разгромом генуэзских городов и факторий в Крыму и Черкесии османскими турками христианство в адыгских землях стало быстро приходить в упадок. Распространение ислама в Черкесии началось во второй половине XVI века, и на протяжении очень длительного периода оно охватывало лишь ту часть правящего слоя, которая была связана с Крымским ханством и Турцией. Исламизация страны адыгов была еще далеко не завершена к началу Кавказской войны. Окончательное и массовое принятие ислама адыгами связано с процессами их политической консолидации в период сопротивления натиску империи. Исключительный религиозный синкретизм был присущ адыгам на всем протяжении их истории. Одной из наиболее ярких черт самобытности Черкесии являлся друидизм или почитание деревьев. Страна адыгов хранила верность своей древнейшей друидической традиции вплоть до последних лет своего существования. Дидунай Габай, Тисабыхар Мамрау Гапсауш, Тисабыхар Мамрау Гапсауш. Друидизм оказывал серьезное воздействие на самые различные стороны жизни адыгского общества, на развитие высокой культуры садоводства и полеводства, на народную медицину и даже на социальные устои. К 1500 году сложились многие неблагоприятные для Черкесии факторы. На смену одряхлевшей Орде пришло динамичное агрессивное Крымское ханство. Пал апатичный византийский Константинополь, уже многие века никак не досаждавший адыгам.
Решающим фактором войны стала артиллерия, а времена, когда панцирная кавалерия черкесов с копьями наперевес решала проблему обороноспособности своей страны, практически в одночасье канули в лето. На рубеж 15-16 веков как раз и приходится пик натиска турок и татар на Черкесию. Турки захватили генуэзские города в Черкесии, Матрегу на Тамане и Анапу. Напряженная борьба за эти опорные пункты продолжалась всю первую половину XVI века. Угроза независимости страны приводит адыгских князей в 1552 году ко двору Ивана IV Грозного. Целый ряд адыгских князей Западной Черкесии, Кабарды в ходе 3 больших посольств 1552, 55, 57 годов приняли присягу на подданство русскому царю. По форме это было признание верховного суверенитета московского царя, по сути, заключение военно-политического союза Черкесии и России. В 2007 году мы будем отмечать эту весьма примечательную дату в истории адыгского народа. Но эта дата столь же важна и для истории России в целом. Первая половина XVI века оказалась весьма сложной для становления Московского царства. Крымская угроза оказалась гораздо более страшной, чем разрозненные нападки многочисленных татарских ханов на всем протяжении XV века. Достаточно упомянуть о захвате Москвы Мухаммад Гиреем в 1521 году, когда Василий III был вынужден признать себя данником крымского царя. Поэтому заключение русско-черкесского военно-политического союза стало результатом взаимной заинтересованности. Свидетельством этой взаимной выгоды является факт женитьбы Ивана IV на Гошевнай Марии, дочери старшего князя Малой Кабарды Темрюка Идаровича. Женитьба Ивана Грозного на Марии сделала его членом клуба монархов, женатых на черкешенках. И сделала его еще одним крупным игроком в геополитическом пространстве Черкесии, а значит и всего Кавказа. После пресечения династии Рюриковичей князья черкасские сыграли выдающуюся роль в отражении польской угрозы и возведении Михаила Романова на престол. Дмитрий Каншау, Дмитрий Мамлюкович Черкасский, командовал русской армией в самые напряженные годы борьбы с поляками. Двоюродный брат первого русского царя из династии Романовых Иван Борисович Черкасский, фактически правитель России после смерти Филарета на протяжении 10 лет. Урускан Яков Кудинетович Черкасский, великий русский полководец, под началом которого русская армия нанесла очень серьезные поражения войскам Речи Посполитой и Швеции. Так в 1655 году, последовательно нанеся поражение гетману Литвы Радзивиллу и гетману Польши Консевскому, Черкасский занял столицу Литвы Вильно. О влиянии и могуществе черкасских говорит тот факт, что в самом Кремле существовал Черкасский двор, в палатах которого располагался самый влиятельный и авторитетный черкесский сановник. Останкино, Марьина Роща, Троицкая – все это являлось поместьями князей черкесских. На месте Российской государственной библиотеки стоял дворец главного опричника и шурина грозного царя Михаила Темрюковича Черкасского. Новоспасский монастырь являлся общей усыпальницей Черкасских и Романовых. Ближайшими родственниками и сподвижниками Романовых были выходцы из Кавказа, князья черкасские. На их средства в Новоспасском монастыре были построены Никольский храм, который вот находится здесь, были построены больничные палаты. Во вкладной книге написано, что это было все сделано иждивением Якова Кудинетовича Черкасского. Князья черкасские внесли
большой вклад в историю, культуру и вообще в взаимоотношения двух народов – российского и адыгского, кабардинского, черкесского, который является одним народом. В усыпальнице были похоронены несколько поколений черкасских. Это выдающийся род, который дал многих военачальников, государственных деятелей, выдающихся людей культуры и науки. Они поминаются ежедневно на службах в монастыре, как те, которые делали большой вклад в наш монастырь. Говоря о черкасских, нельзя не упомянуть о Михаиле Олегуковиче Черкасском, воспитателе Петра I и первом генералиссимусе России. Он был одним из двух бояр, которым дозволено было не сбривать бороду. Выезжая из Москвы или из страны, Петр наказывал своим соратникам во всем следовать указаниям Черкасского. Выдающийся вклад в создание металлургических и оружейных заводов на Урале и в Западной Сибири внесли Алексей и Михаил Черкасские, многолетние губернаторы этих регионов. Алексей Михайлович Черкасский был назначен канцлером при Анне Иоанновне, и его мы можем считать последним великим представителем блистательной плеяды князей черкасских в России. История распорядилась так, что страна, длительное время являвшаяся стратегическим союзником русского государства и заслуги которой в русской истории непререкаемы, сама же и пострадала жесточайшим образом от возросшей мощи своего старого собрата по оружию. Обострение русско-кабардинских отношений произошло из-за строительства в Малой Кабарде крепости Моздок в 1763 году. Кабардинские князья на протяжении 10 лет настойчиво добивались ликвидации этого укрепления мирными путями. Но имперские власти более не считались с их заслугами. Когда крепости и станицы стали строиться в самом центре кабардинской земли, тогда последовало первое общенародное восстание 1778 года. Оно было подавлено генералом Якоби, наложившим на Кабарду огромную контрибуцию, еще более разорившую народ. Большой размах военные действия получили в 1794 и 1804 годах. Последнее нанесло особенно сильный удар кабардинскому народу. Военно-полицейский гнет и постоянное изъятие земель привели к тому, что доведенный до крайнего ожесточения народ Кабарды вновь восстал в 1810 году. Восстание подавлял генерал Булгаков. Итогом карательной экспедиции стало сожжение 200 селений, 9585 домов, сопровождавшееся тотальным грабежом. Эти действия Булгакова получили негативную оценку из Петербурга. Употреблением непомерных жестокостей и бесчеловечия превзошел границы своей обязанности. В 1822 году на восставшую в последний раз Кабарду обрушился Ермолов. Ослабленная эпидемиями чумы и уходом значительной части населения в Чечню и в Западную Черкесию, героическая Кабарда была окончательно сломлена свирепостью царского сатрапа. От самого крупного адыгского субэтноса, численность которого совершенно очевидно превышала отметку в 300 тысяч человек на момент начала конфликта в 1763 году, после 1822 года оставалось около 30 тысяч. – 1829 год стал переломным в судьбе адыгской страны. Царское правительство, ссылаясь на статьи Адрианопольского трактата с Турцией, заявило о своих правах на черкесские земли и тут же стало спешно готовиться к развертыванию широкомасштабного наступления. События приобрели огромный международный резонанс. Общественность Запада застыла в ожидании реакции самих черкесов.
Линия фронта, которая удерживалась адыгами в войне с империей, равнялась по крайней мере 900 километрам и включала в себя все Черноморское побережье Черкесии от Гагры до Анапы и затем тянулась по Кубани до Кабарды. Периодически адыги вторгались в Кабарду и Абхазию, занятые русскими войсками, и вели войну на море. Первое существенное отличие войны в Черкесии от войны в Дагестане – это ведение черкесами крупных кавалерийских операций. В 1828 году лучшие всадники Западной Черкесии, предводительствуемые тимиргоевским князем Джамбулатом Балатока, вступили в занятую русскими Кабарду, с боями дошли до Баксана и вернулись обратно с пленными через Балкарию и Карачай. Джамбулат Балатока так и не потерпел ни одного поражения и погиб от руки предателя, нанятого генералом Зассом. Другой талантливый адыгский военачальник, шапсукский аристократ Кизбеч Шаратлука, на протяжении 30 лет водил партии на правый берег Кубани, пока не скончался от множества ран. В европейской печати его именовали Львом Черкесии. Второе важнейшее отличие войны в Черкесии от войны в Дагестане – ведение черкесами осадной войны. Успехи Шамиля связаны с обороной собственных укреплений в горах. Русские войска на протяжении всей войны в Дагестане были обречены на большие потери при штурмах горских аулов-крепостей. Сам же Шамиль за всю войну не захватил ни одного русского форта. В Черкесии все наоборот. Русские обороняют свои многочисленные форты, а адыги берут их ценой больших потерь и крайнего напряжения сил. 19 февраля 1840 года черкесы захватили одну из наиболее важных русских крепостей на Черноморском побережье – Лазаревск. Следом подверглись нападениям и были взяты штурмом Вильяминовск 12 марта, Михайловск 2 апреля, Николаевск 15 апреля и Навагинский 6 мая. 7 июня черкесы атаковали Абинск, но гарнизон выдержал осаду. В ответ царское командование собрало огромный экспедиционный корпус в Крыму и к ноябрю этого же года сумело вновь закрепиться в тех же пунктах Черкесского побережья. В 1959 году, после капитуляции имама Шамиля, появились очень хорошие в военном плане перспективы для царского командования на Кавказе быстро закончить военную кампанию. Адыги стали мучительно искать выхода в сложившейся ситуации. Проблемы северо-западного Кавказа, решение черкесской проблемы искали в Санкт-Петербурге. В сентябре 1861 года царь Александр II прибывает на Тамань. 12 сентября он находится на Тамане и принимает первую черкесскую делегацию. 17 сентября здесь, в верховьях Фарза, собрались черкесские депутаты в количестве нескольких тысяч человек, представлявшие все уголки Черкесии. Дорога от Майкопа до вот этого места, где позднее была воздвигнута вот эта часовня, после Кавказской войны, уже в память о таком значимом событии, так как цари очень-очень редко посещали Северный Кавказ на протяжении Кавказской войны. Так вот, дорога заняла у Александра II 6 часов. 18 сентября Александр II дал аудиенцию депутации черкесских старшин и князей, который предводительствовал знаменитый Хаджи Берзеч Керантух, лидер так называемого Сочинского меджлиса, образованного буквально перед приездом Александра II на Кавказ. Как пишет в своих мемуарах Ольшевский, черкесы были требовательны, и поэтому переговоры не состоялись. Они не просили, несмотря на самое отчаянное положение, они требовали оставить земли, на которых они живут, и прекратить возведение крепостей на их территории. Царь был уязвлен откровенно подобным поведением черкесской депутации, но меморандум, врученный ему от Сочинского меджлиса Хаджи Берзеджем, он принял. В итоге император предоставил абадзехам, шапсугам и убыхам месячный срок на принятие решения. Они должны были либо выселиться из этих великолепнейших родных им гор, где их предки жили на протяжении тысячелетий, на кубанскую низменность. Естественно, горцы были
поставлены в такую ситуацию, при которой они опять взялись за оружие и решили сопротивляться до конца. В последние годы войны на Кавказе, писал военный министр Милютин, мы должны были держать громадные силы. Пехоты 172 батальона регулярных, 13 батальонов и 7 сотен иррегулярных, конницы 20 эскадронов драгун, 52 полка казачьих, 5 эскадронов и 13 сотен иррегулярных при 242 полевых орудиях. Данные Милютина означают, что против Черкесии в период с 1859 по 1864 год была выставлена армия по меньшей мере в 256 тысяч солдат. Каждый адык переживал войну с царизмом как свою личную войну. Отсюда и то длительное сопротивление, феномен которого так восхитил и заинтересовал в свое время Карла Маркса. Храбрые черкесы снова нанесли русским несколько серьезных поражений. Народы, учитесь у них, на что способны люди, желающие оставаться свободными. Особенности войны в Черкесии во многом определялись тем обстоятельством, что весь этнос в целом здесь разделял возвышенные рыцарские уоркские идеалы. Российским генералам в этой связи казалось, что вся Черкесия состоит из профессиональных воинов. Культ воина-всадника разделяли все слои общества. Отсутствие деспотизма и кастовых запретов с одной стороны, обилие коней и оружия и постоянная внешняя угроза с другой стороны делали всех или почти всех адыгов профессиональными солдатами. В свою очередь, благородство обычаев и влияние утонченного этикета превращали этих профессиональных солдат в рыцарей, исповедующих чрезвычайно жесткий кодекс чести, предпочитающих плену смерть на поле битвы. Один из авторов очерков покорения Кавказа, оправдывая действия царизма и говоря о самоотверженности черкесов, писал: «Мы не могли отступить от начатого дела и бросить покорение Кавказа, потому только, что черкесы не хотели покориться. Надо было истребить черкесов наполовину, чтобы заставить другую половину сложить оружие. Теперь, когда наша власть на Кавказе вполне упрочнена, мы можем спокойно отдать дань уважения героизму и беззаветной отваге побежденного врага, честно защищавшего свою родину и свою свободу до полного истощения сил». В марте 1864 года великий князь Михаил Николаевич, командующий Кавказской армией, доносил военному министру: все пространство северного склона к западу от реки Лабы и южный склон от устья Кубани до Туапсе очищены от враждебного нам населения. На документе рукой Александра II начертано: слава Богу. Официальный счетовод адыгской трагедии Адольф Берже говорит о 470 тысячах переселенцев, оговариваясь, что это минимальная цифра. Депортация адыгов в Турцию сопровождалась многочисленными жертвами. Только в районе Новороссийска адыгское кладбище, ставшее последним пристанищем для более чем 20 тысяч человек, протянулось на 5 верст. То же самое было во всех гаванях умирающей страны. Людей косил тиф. Ослабленные войной, они умирали от любой болезни. Но большинство из погибших – это жертвы холода и голода. Затем такие же кладбища появились в Трабзоне, Самсуне, Синопе, Варне и десятках других гаваней Анатолии и европейской Турции.
جشبرا وشاري ويش بلان زريحة ديدج يا خبر كاري خد قد حنو يستنبلم داشم وريوي В Черкесии остались только те черкесы, у которых была возможность остаться, либо те, кто чудом сумел избежать многочисленных облав и постов в горах. В Кубанской области к 1865 году, по отчету полковника генерального штаба Дукмасова, оставалось не более 51 тысячи адыгов. Это менее 5% от населения Западной Черкесии 1830 года. Кавказская война стала подлинной национальной трагедией России и русского народа, вовлеченного в нее помимо своей воли и своей души. Огромные потери в войсках легко скрывались, и все без исключения генералы увлекались победными реляциями. В условиях рабской системы и деспотичной власти в России потери солдат крепостных никого не заботили. Сами адыги пострадали в Кавказской войне в неизмеримо большей степени, чем любые другие участники. Натухайцы и убыхи были депортированы полностью. От шапсугов на Кавказе осталось несколько сел, от абадзехов – одно. Один из очевидцев этой человеческой драмы писал: «Такое бедствие и в таких размерах редко постигало человечество». Принудительное выселение, вытеснение коренного населения продолжалось и в 1965 и в 1966 году. Еще известны факты, что в 80-х годах последние семьи, говорилось об убыхах, уходили из района Вардане, Сочи в Турцию. И в 1866 году царское правительство принимает такое положение о заселении Черноморского округа. Было решено заселять представителями разных национальностей, выходцами из европейской России. Причем по переселению допускались люди всех сословий, в основном крестьяне, малоземельные, безземельные крестьяне из российской глубинки, но и иностранцы. Прежде всего армяне и греки, выходцы из Османской империи и Турции. Основное правило было для них, чтобы переселенцы являлись христианами. Потеря родины, изгнание, огромнейшие испытания не сломили адыгский народ. Адыги сумели достойно устроить свою жизнь во всех тех странах, куда их забросила неумолимая судьба. Мечта о возвращении на родину отцов придавала силы и укрепляла народный дух. Адыги зарекомендовали себя образцовыми гражданами и в Турции, и в Сирии, Иордании, Израиле. Бывали и такие моменты, когда врожденная храбрость и самоотверженность адыга оказывала спасительную услугу хозяевам этих краев. В 1918 году адыги первыми подняли знамя национально-освободительного движения в Турции против оккупации страны войсками Антанты. Черкес Эдхем стал общенациональным лидером, объединившим в совместной борьбе черкесов и турок. В Сирии и Иордании адыги также встали плечом к плечу с арабским народом, поднявшимся на борьбу с колониализмом. Город Амман, столица Иорданского хашемитского королевства, вырос на месте села, основанного в 1868 году адыгами, и именно адыгская община стала наиболее надежной опорой хашемитской династии. Сегодня турки и арабы с большим уважением относятся к адыгам.
Ярким выражением признательности к адыгам стал визит иорданского принца Али в Адыгею и Кабарду в 1998 году. Это не был заурядный визит высокопоставленной особы. Он был задуман и осуществлен принцем Али как масштабная культурно-просветительская акция. Полностью экипированный на манер черкесов середины XIX века, принц Али и его друзья-черкесы проделали сложный путь через Иорданию, Сирию и Турцию. Это было сделано для того, чтобы обратить внимание лидеров стран проживания адыгов на самую главную проблему нашего народа – репатриацию на историческую родину. Нам представляется, что мы очень много знаем о Кавказе. И действительно знаем немало. Но сегодня очевидно, что со дна исторического времени, океана исторического времени, как Атлантида, всплывает огромная и многообразная страна Черкесия, о которой мы знаем гораздо меньше, чем хотелось бы. И тут гораздо больше вопросов, чем ответов. Есть много западных европейских источников, которыми, собственно, и пользуются сегодня, для того, чтобы рассмотреть эту новую Атлантиду. Думаю, что есть еще одна очень важная возможность, которой мы пользуемся далеко недостаточно. Это восприятие Черкесии во всем ее многообразии, во всей ее особости, русскими мемуаристами, генералами, офицерами, русскими интеллектуалами, писателями. И вот если мы всерьез проанализируем, сконцентрируем, изучим этот российский материал, то думаю, что мы очень много нового узнаем об этой замечательной и пока еще загадочной для нас стране. И мы, может быть, лучше поймем трагедию черкесов, трагедию адыгских народов в конце Кавказской войны и после Кавказской войны. Адыги в России сегодня живут на своих исконных землях в дружбе и добрососедстве с русским народом. Общие испытания XX века сблизили наши народы. Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская республика и Кабардино-Балкарская республика являются полноправными субъектами Российской Федерации. Этот статус позволяет адыгам, как и всем народам России, развивать свою культуру и не чувствовать себя ущемленными в собственной стране. Репатриация Косовской адыгской общины в 1998 году была осуществлена при прямой поддержке президента и правительства России. Это событие стало символом торжества гуманизма и начала новой эпохи в истории древнего народа Кавказа.